Были задействованы 19 ТИКов, порядка 186 УИКов. Это около 1500 наших членов комиссии. Руководитель региональной избирательной комиссии Олег Фортуна проинформировал членов Общественной палаты о ходе выборной кампании. В докладе он отметил допущенные недостатки и положительные моменты голосования. Впервые наряду с традиционными участковыми комиссиями был создан дополнительный избирательный участок в красной зоне. Хотелось бы отметить, что в красной зоне у нас проголосовало 162 человека. Спасибо, что у нас вот возможность есть даже проголосовать. Что вот мы даже в больницах таких, больные такие находимся, и что нам даже вот к нам пришли и нам дали право голоса, чтобы мы проголосовали. В Общественной палате республики высоко оценили работу общественных наблюдателей, благодаря которым удалось разрешить немало сложных ситуаций. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность своему заместителю председателя Общественной палаты Анане Юрию Юрьевичу, на которого члены Общественной палаты республики возложили обязанность по организации работы общественных наблюдателей во время выборной кампании. Институт общественных наблюдателей, мы считаем, оправдал себя, и спасибо еще раз членам Общественной палаты нашей республики, которые выступили с инициативой перед избирательной комиссией республики. И, конечно, рекомендации избирательной комиссии республики ТУА использовать этот институт общественных наблюдателей при проведении и последующих выборов. Порядка 900 общественных наблюдателей в единый день голосования принимали участие в контроле над законностью выборов. 200 камер видеонаблюдения фиксировали ход голосования. Это для нас впервые организация видеонаблюдения, его функционирование. Работа наших наблюдателей на избирательных участках вот за все 3 дня к нам поступило 12 обращений. Я это уже об этом говорил. На выборах 2021 огромную помощь в объективном и оперативном информировании жителей республики наряду с волонтерами и наблюдателями оказали блогеры Тувы, которые своими прямыми трансляциями с избирательных участков в значительной мере снимали напряжение, возникшее из-за фейковых вбросов. Я считаю, что это очень эффектное и эффективное решение, потому что благодаря таким блогерам-наблюдателям все подписчики этих ребят, очень много людей одновременно тоже имеют возможность становиться наблюдателями на выборах и смотреть ситуацию на выборах как-то субъективно, что ли, через призму обычного тоже человека, который там сидит. Мы хотели бы выразить всем нашим добровольцам, кто выдвинулся в члены общественных наблюдателей и все 3 дня находились на избирательных участках, поддерживали связь непосредственно с центром общественного наблюдения, которое было сделано, Центр тувинской традиционной культуры. И все это позволило, на мой взгляд, минимизировать те или иные вопросы, которые возникали у каждого избирателя, независимо, где он в Кызыле, или в Кызылмажалыке, или в Верзине, или в Мингюнтаге, потому что связь была организована со всеми избирательными участками. Члены Общественной палаты республики отметили значительно выросшую правовую и политическую грамотность жителей Тувы. В качестве сравнения можно привести избирательные кампании нулевых годов, когда избиратели могли позволить себе прийти на выборы под большим градусом. Текущее голосование, за очень редким исключением, прошло без подобных инцидентов. Все ошибки учтены. Общественная палата и Центральная избирательная комиссия республики взяла на вооружение все положительные наработки, примененные в избирательной кампании выборы 2021. Сайгын Бирбю, Буян Оюн, Кузел Царысерен, Тува 24.